Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов поздравил парламентариев с профессиональным праздником. Глава отметил, что сегодня наши парламентарии и представители органов местного самоуправления служат связующим звеном между властью и обществом, способствуют созданию прочной правовой базы для поступательного развития региона. Благодаря законотворческой деятельности ингушского парламента была создана нормативно-правовая база для эффективной работы всех ветвей органов власти. День российского парламентаризма был учрежден 27 июня 2012 года, когда были внесены изменения в федеральный закон о днях воинской славы и памятных датах России. В качестве даты празднования выбрано 27 апреля. В этот день, в 1906 году, начала работу Государственная дума Российской империи, первый в истории страны демократический институт. Инаугурация президента России Владимира Путина планируется 7 мая, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Республиканском доме правительства. 26 апреля о запланированной на 7 мая церемонии вступления Путина в должность президента сообщил глава Комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишес. Инаугурация в 2024 году станет пятой для Путина. На выборах в марте действующего президента поддержали 87,28% избирателей. В 2018 году инаугурация Путина также состоялась 7 мая. Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме. По поручению президента правительство продолжает работу над формированием новых национальных проектов. Так, по итогам ежегодного отчета в Госдуме Михаил Мишустин поручил обеспечить их подготовку федеральным органам исполнительной власти во взаимодействии с профильными комитетами палат Федерального собрания. Речь идет в том числе о подготовке новых национальных проектов «Семья, молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также нацпроектов технологического суверенитета. Также глава правительства поручил проработать вопросы совершенствования подготовки педагогических кадров в системе высшего образования, совершенствования системы подготовки медработников, контроля и мониторинга кадрового обеспечения системы здравоохранения. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов возглавил наблюдательный совет Ингушского регионального отделения Общества знания. Как отметил глава республики, сегодня перед Обществом знания стоят масштабные просветительские задачи: популяризация науки среди детей и молодежи, поддержка родителей, учителей и учащихся, воспитание патриотизма у подрастающего поколения, борьба с фальсификацией истории и многое другое. Руководитель субъекта убежден, что республиканское отделение общества сможет реализовать немало запоминающихся просветительских проектов. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву, Минобрнауки, Минпросвещения и Рособорнадзору подготовить предложения по совершенствованию подготовки медработников. Соответствующий перечень поручений по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме размещен на сайте Кабмина. Вице-премьеру Татьяну Голиковой и Минздраву поручено проработать совместно с Госдумой вопрос о создании рабочей группы по контролю и мониторингу кадрового обеспечения системы здравоохранения. Выступая с отчетом в Госдуме, Михаил Мишустин напомнил, что для решения вопроса нехватки медицинских кадров на местах уже реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В прошлом году в них приняли участие свыше 6500 медиков. В Ингушетии завершился чемпионат по 3D-моделированию «Культурное наследие». Перед участниками стояла задача разработать в программе Blender 3D-модель, относящуюся к национальной культуре ингушей. Также участники имели возможность предварительно заработать дополнительные баллы, посетив музей и выбрав предмет, который моделировали на чемпионате. Мероприятие состоялось в технопарке «Кванториум». В чемпионате приняли участие около 30 школьников 10-17 лет, образовательных учреждений со всего региона. В Госмузее краеведения имени Тугана Мальсагова открылась выставка «День национального костюма». На выставке представлены ингушские национальные костюмы и разнообразные аксессуары к ним. Ингушская культура, имея древние корни, всегда была связана с природой. Каждый предмет и каждая вещь, представленные на данной выставке, отражают глубокое понимание мира и природы, свойственное ингушскому народу. День национального костюма отмечается ежегодно в последнее воскресенье апреля. Впервые День национального костюма Ингушетия отметила в 2019 году. Свой профессиональный праздник отмечают сегодня представители одной из самых гуманных профессий – ветеринары.
Доктора, которые лечат зверей и птиц, конечно, не дождутся слов признательности от четвероногих и пернатых пациентов. Однако нет сомнений, животные порой испытывают не меньшую благодарность к своим спасателям, чем люди. Праздник был учрежден Всемирной ветеринарной ассоциацией в 2000 году. Дата события уникальна для каждого года. Ее отмечают ежегодно в последнюю субботу апреля во многих странах мира. Кстати, в России 31 августа отмечается свой день ветеринарного работника.